Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Гутен Абенд. Сегодня 9 января 2026 года, 18 часов по Берлину, 20 часов по городу Джахару. Друзья, я вас сердечно приветствую. У нас стрим идет на YouTube-канале Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Ичкерии, либо в фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. Все остальные присоединяйтесь к нам. Сегодняшний свой стрим я назвал «Кремль атакует Германию». Давайте об этом поговорим, друзья. Все силы России на гибридный террор. Россия бросила все силы. И вот об этом давайте немножко поговорим. Итак, я вам дам небольшой просто обзор. События происходили и ранее, но если брать с 2022 года, рост саботажа инфраструктуры, 145 инцидентов в Европе, многие в Германии. Это левый экстремизм, в основном радикальный исламизм. Вот такие вот. Правые там есть, левые есть, вот в этих всех инцидентах. И также нужно отметить, что не только с 2022 года, хоть и 145 инцидентов, это очень много, и совпадение, случайностью это навряд ли является. Тем более очень много выявлено диверсий, терактов, которые прямо указывают на Россию. Где-то прямо, где-то косвенно. Но был такой самый известный случай, он произошел на 5 лет раньше, чем 22 года, в 2017 году, 11 апреля. Россиянин с немецким гражданством Сергей Винергольд взорвал футбольную команду Дортмунд-Боруссия, которую сопровождала полицейская машина. Ранен был один футболист и один полицейский. Тогда было произведено 3 взрыва. Террорист, как я уже сказал, Сергей Винергольд, 28 лет на тот момент, русским по происхождению, с немецким паспортом, электрик по профессии. Через 10 дней он был арестован. Перед тем, как его арестовали, точнее, когда уже произошел этот террористический акт против футбольной команды, была найдена записка. Записка указывала на то, что это исламское государство, которое требует от Германии вывести свои войска из Афганистана, из Ирака, по-моему. И по горячим следам был задержан араб, иракец, беженец, который здесь находился. Этот бедолага, по-моему, провел всего лишь 2 дня. Я представляю, какие мысли у него были в голове, который бежал от режима Саддама Хусейна, а здесь его посадили за то, что он пытался взорвать футбольную команду Дортмунд-Боруссия. Это самая любимая, самый известный клуб в Германии. Через 2 дня, кстати говоря, если бы он был бы в России, навряд ли бы его выпустили, что-нибудь ему докинули бы, и он бы дольше посидел бы. Но его отпустили, Сергея Винергольда задержали, этого араба отпустили. И очередной террористический акт, который, к счастью, был расследован полностью, установил, что русские проводят теракт под видом, под флагом исламистов. Об этом мы уже много говорим, много кричим об этом. Но, как выясняется, русские спецслужбы проводят террористические акты не только под чужим флагом, флагом исламистов, но и под флагом левых, под флагом правых и так далее, и так далее. Вот такие вот террористические действия Россия осуществляет.
Тоже очень интересная такая деталь в этом деле. Знаете, есть такая финансовая спекуляция на рынке ценных бумаг. Этот футбольный клуб Дортмунд Боруссия имел свои акции. Это самый дорогой, самый богатый клуб в Германии, и он имел свои акции. Так вот, вот этот Сергей Винергольд купил акции, поставил, точнее, сделал ставку на то, что эти акции упадут. Он занял в банке, взял кредит на 78 тысяч евро и рассчитывал заработать, не помню, 400 тысяч или там 4 миллиона, там должны были они рухнуть там и так далее. Ну, к счастью, никто не погиб, футбольный матч в тот день не состоялся, они сыграли на следующий день. Дортмунд Боруссия должна была играть с Монако, французским клубом. И на этом футбольном матче должна была выступать Мари Ле Пен. Марии Ле Пен. Здесь, если вот проводить параллели при желании исследователей, которые этим занимаются, просто могли бы цепочку за цепочкой раскрывать. Мари Ле Пен должна была выступать, и она должна была выступать как раз по поводу мигрантов, мусульман, там, приезжих там, и всего остального. Она правая, националистка во Франции, ее отец такой же был, и она такая же. Дружбанка Путина. Тоже был интересный случай, интересный кровавый случай, когда 2000 год, могу сейчас ошибаться, 2015 или 2017 или 2016 года это были, в интернете можно посмотреть, когда 6 чеченцев были задержаны, арестованы российскими оккупантами, их пособниками. И якобы они совершили нападение на Росгвардию в Наурском районе, и все 6 были убиты. Также были убиты 6 российских росгвардейцев, которые находились на базе, и были убиты эти 6 пацанов. Эти 6 парней никакого отношения к нападению не имели, они были до этого задержаны и после этого казнены. И именно в это время как раз Мари Ле Пен прилетала к Путину за деньгами, видимо. И вот такая вот история была интересная, что вот убивают исламистов и так далее. Простых чеченских парней. У кого-то взгляды были похожие на наши, что мы против оккупации. У кого-то кто-то родственник воевал просто. И все. Вот они собирались в мечети, обсуждали, и они вот были убиты. И самое интересное, что я хотел сказать по поводу покупки вот этих акций, которые Сергей Винергольд купил, именно такой же сценарий был в 2001 году, 11 сентября, когда самолеты влетели в небоскребы в Америке, в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке. И тогда тоже как раз и покупались акции и играли на понижение. И Сергей Винергольд повторил этот сценарий. Причем я, например, узнал только недавно о том, что 11 сентября 2001 году был вот этот такой финансовый трюк, который совершили эти террористы, ну или те, кто знал, что эти террористы влетят в эти дома на самолетах. Ну, Сергей Винергольд откуда-то это знал. Я подозреваю, что Сережа был инструктирован теми, кто 11 сентября и проводил этот террористический акт. Я надеюсь, это тоже будет как-нибудь учтено, когда будет расследоваться 11 сентября, которое почему-то до сих пор не расследовано до конца. Ну, давайте дальше продолжим, что происходило в Германии. Так, основные, которые засвечены, их очень много, как я сказал, 145 всего по всей Европе, большая часть из них в Германии. В феврале 2020 года произошел массовый расстрел в Ханау. Правый экстремист убил 8 человек в шашлычных барах. Это правый националист убил мусульман и других людей, которые там находились. Просто расстрелял. Просто расизм. В 2020 году ножевой удар в Дрездене. Исламист убил одного человека, ранил одного. Я все это связываю с Россией.
хоть даже там нигде не нашли, не искали даже вот Сергея Винергольда, который был связан с так называемым ЛНР, то есть ГРУ России, эту версию тоже не отрабатывали, сказали, что Сережа никакой не террорист и так далее, и так далее. Просто, ну, террорист, но он не связан ни с какими там, с Россией там и с кем-то другим. И просто ему дали 14 лет. Представьте себе, там массовое убийство человек готовил, ну дали всего 14 лет. Он заявлял на суде, что он не хотел убивать, а хотел припугнуть. Именно, наверное, поэтому он 3 бомбы заложил на следование. И все 3 бомбы оказались, не достигли своей цели, к счастью. Дальше, в июне 21-го, ножевой удар в Вюрцбурге. Исламист убил 3, ранил 5. Ножевой удар в поезде Ноймарк, Бавария. Атакующий ранил 5 человек. Взрывы, саботаж на железной дороге, 22 год. Deutsche Bahn. Разрезаны оптоволоконные кабели в Херне и в Берлин-Каров. Остановка поездов на 3 часа в Северной Германии. Подозрение на Россию как предупреждение за поддержку Украины. Связь с РФ расследуется. Слава Богу. Декабрь 22 года. Саботаж кабелей около Эссен. Разрезаны кабели, сбой региональной железной дороги. Подозрение на Россию, связь с РФ. Часть серии саботажа. Март 24 года. Поджог на Тесла Гига Берлин. На заводе Тесла. Саботаж электросети. Остановка производства. Приписано Вулкан Групп. Это вот те, кто сейчас в январе у нас в этом году сожгли ТЭЦ. Это левые экстремисты. Подозрение на русский след, ФСБ в группе. Связь с РФ, на мой взгляд, имеется. Май 24 года. Пожар на заводе Дейл в Берлине. Саботаж производства Ирис-Т для Украины. Подозрение на Россию. Доказательства расследования. Идут, связь с Россией расследуется. Август 24 года. Кибератака на авиадиспетчерскую. Атака на системы управления полетами. Также подозревается Fancy Beer, это русская ГРУ, кибербанда, интернет, то, что в интернете они там мутят. Тоже связь с РФ подтверждено властями, немецкими властями подтверждено, что эта связь была, за ними стоят немцы, русские в Германии. Ножевой удар в Солинген. 3 убитых, 8 ранен на фестивале. ИСИС, ИГИЛ взяла на себя ответственность. Тоже, я считаю, конечно же, связано с Россией. Атака на рождественский рынок в Магдебурге. Если вы помните, автомобиль урезался в толпу. Это 24 год, декабрь. Врезался в толпу. Мотив радикализация и антисистемные взгляды. Тоже, я считаю, связано с Россией. Связано потому, что этот человек просто был психически вот неуравновешен. И я полагаю, что вот эти психологи и психически неуравновешенные люди, которыми пользуются психологи, они вот совершают такие действия. Россия умеет этим заниматься. Вот этих психически неуравновешенных людей зомбировать и отправлять их на такие вот акции. Февраль 25 года. Саботаж, более 270 автомобилей по всей Германии. Выхлопные трубы залиты пеной, стикеры с Робертом Хабеком зеленые. Наемники из Сербии, Боснии по заказу российских структур за 100 евро за одну машину. Они заливали туда пену. Эта цель была хаос перед выборами. Связь с РФ подтверждено Шпигель. Шпигель об этом писал. Май 2025 год. Взрывающиеся посылки в Германии, в Польше, в Великобритании. Саботаж логистики DHL. Тест для атак на авиацию. Связь с РФ, часть 145, 5 инцидентов указано. Дело в том, что они отправляли через DHL эти посылки. И эти посылки либо на складах где-то запланированы были, чтобы они в самолете взрывались.
и чтобы самолет потерпел крушение. Июнь 25 год. Поджог военных грузовиков Рейнметалл в Эрфурте. 3 грузовика уничтожены. Подозрение на Россию. Связь с Россией расследуется. Август 2025 год. Саботаж водоснабжения на военных базах Германии. Загрязнение воды. Связь РФ. Часть гибридных атак. Август 2025 года. Серия поджогов на железных дорогах. Дюссельдорф и так далее. Приписано Angry Birds, левые экстремисты. Подозрение на Россию через рекрутинг. Ну, то есть она их как полезных идиотов использует. Связь с Россией расследуется. Сентябрь 2025 года. Долгий блэкаут в Берлине от саботажа. Тоже левый экстремизм. Ну, как бы напрямую с Россией как бы пока не доказано никак. Декабрь 2025 года. Дезинформация, шторм 1516 и вмешательство в выборы ГРУ. Связь РФ подтверждена. Январь 3 января 2026 года. Поджог кабельного моста в Берлине. Блэкаут до 45 тысяч домов, 2200 бизнесов на 5 дней приостановлены. Вулкан Групп. Левые экстремисты. Подозрения на русский след. Лингвистические аномалии в манифесте. Как было дело с Сергеем Винергольдом, который писал по-арабски. Ну, как бы писал на немецком, ну, как будто это пишет араб. Когда того вот араба посадили, иракца когда посадили. Вот здесь то же самое. Был текст такой, и в этом тексте было указано, что это левые там за что-то кого-то, за что простых бабушек и дедушек, пенсионеров из домов престарелых, они без тепла оставили, непонятно. И вот здесь такая же была записка, и в этой записке искусственный интеллект подтвердил, что написано, этот текст написан явно человеком с русским мышлением, с русским менталитетом писал этот текст. Расследуется как теракт, вот это данное действие. 7-8 января 2026 года, то есть позапозавчера, попытка поджога подстанции Эркрас, зажигательная смесь, неудачная. Команда Angry Birds, те же левые экстремисты, расследуется как теракт. Связь с Россией пока не рассматривается, но у меня нет ни малейших сомнений, что за этим стоит Россия. Знаете, здесь очень много в Германии происходит этих событий, и вот эти события, они не просто так происходят. В ТикТок есть люди, которые просто открыто проявляют свои антисемитские взгляды. И это тоже такой хороший индикатор, чтобы посмотреть, что это за человек. Да, не всегда, конечно, он связан с Россией, но чаще всего вот все антисемиты, как и чеченофобы, они связаны с Россией. И сейчас украинофобы. И американофобы. И вот мы уже теперь видим эту такую прямую параллель здесь с этим. Поэтому ситуация... Здесь я горжусь тем, что в Германии есть свобода слова, что мне можно говорить все, что я хочу. Мне никто никогда не запрещал. Единственное, меня просили быть осторожным. Но и то раньше это было. Сейчас мне, наоборот, меня благодарят, мне пожимают руки представители власти. Но за все это время я вижу столько огромное количество вот этих блогеров. Ну, конечно, это относительно, не так их и много. Может быть, несколько там десятков наберется. И то они время от времени их, видимо, прессуют, куда-то они пропадают, исчезают. Ну вот эти люди здесь находятся, снимают ролики, и много-много ведется с их стороны работа в этом направлении. Почему-то их, наверное, может, за ними следят, потому что я уверен, что если немцы берутся за что-то, то они берутся так качественно, что никаких шансов нет. Ну, если немецкий следователь возьмется за край нитки от клубка, он обязательно размотает этот клубок. И поэтому вот такая вот ситуация. Нужно нам всем чеченцам здесь проживающим, даже тем, кто не хотел бы в это лезть,
мы беженцы, да, мы сами спасаемся, пришли, спасаемся и просим защиты. Но нам, чеченцам здесь, которые здесь проживают, молодежи, парням, девушкам, без разницы, нам всем нужно на этот период, хотя бы на этот период, стать самыми большими защитниками Германии. Мы должны стать патриотами Германии, Европы, Франции, любой страны, Англии, где вы проживаете, вы должны защищать эти страны. Потому что мы первые будем, на которых будет потом все это сваливать. Мы первые будем. Сейчас, благодаря тому, что чеченцы многие поумнели, и нас уже так просто не обманешь, мы, конечно же, много куда не лезем. Но молодежь, которая растет, достаточно одного-двоих человек, которых они оболванят, и все. И вот как убийство во Франции Самуэля Пати, учителя, молодым парнем, который тоже является жертвой, который тоже был убит. Но этот парень совершил очень страшное преступление против безоружного человека, против учителя, не его школы, абсолютно по выдуманному предлогу, который никак не должен был быть совершен этим чеченцем. Но это вот такая ситуация, именно поэтому я здесь сижу, пытаюсь разъяснять, пытаюсь, чтобы меня услышали, чтобы мы немножко подумали, но сейчас для чеченцев, я призываю всех чеченцев, нам нужно в обязательном порядке стать на защиту этих стран. Мы говорим на русском языке, мы видим, как вот эти процессы происходят. Вы смотрите мои каналы, другие каналы, вы можете тоже делать выводы. Поэтому мы все должны стать хотя бы на время, не призываю стать навечно, но в ближайшие 2-3 года, когда будет очень-очень тяжело для Германии, для Франции, для Британии, для всех-всех-всех, мы всем должны отблагодарить за то, что нас приняли. И мы должны стоять на защите этих государств. Поэтому призываю быть очень бдительными. Не дайте нас никуда втянуть, и против стран, которые являются фактически нашими вторыми родинами, не дайте им навредить. Ни в коем случае. Как-то так, друзья, давайте сейчас я немножко ваши комментарии смотрю. Троллятина у меня здесь просто прописана. Так. Шалом, Иркин, шалом. Слава Украине, героям слава. Походу, в проблеме с электричеством тоже стоят пророссийские агенты. Да, Иркин, это уже даже не обсуждается. Сейчас уже начали говорить. Потому что именно вот этот текст, который был написан вот этими террористами, которые подожгли ТЭЦ, этот текст написан был человеком с русским мышлением, с русским менталитетом. И это искусственный интеллект подтвердил. Так, Питер, валейк салам. Хорошо, однако, устроилась в Европе агентура России за эти годы. Да, не говори, Эркин. Знаешь, что самое интересное, Эркин? Чеченцы, которым реально нужна помощь, их обвиняют в исламизме, в терроризме. Ну, просто. И к ним относятся очень подозрительно власти здесь, в Европе, в разных странах. А эти, которые приезжают, у них уже легенды подготовлены. Они совершают покушения на себя. Вон как Тумсо Абдурахманов, якобы на него покушение было. И вот таким вот образом, просто они, зная, что есть здесь закон, право, и по рамкам этого закона, они делают так, чтобы им предоставляли убежище. И вот они здесь сидят, и таким образом добиваются политического убежища. Если там мы говорим про каких-то публичных людей, это само собой. Очень много непубличных. А нормальные люди, которым нужны, реально помощь нужна, эти люди заносятся в Интерпол, у этих людей проблема. И еще мы сами, к большому сожалению, мы допускаем большие ошибки. Мы многих вещей не понимаем. Мы верим, когда нам красиво кто-то говорит. Мы думаем, ну куда, зачем ему меня обманывать? Или если он обманет, но он же никуда не денется, я спрошу с него. И вот это такая детская наивность, она нас очень часто подводит. Очень часто. Вот боремся, Дем. Валейк салам, Асамбек, Машуэль. Валейк салам, Магомед, Шавига Машуэль. Всех приветствую.
Кстати, турки тоже себя чувствуют. В Германии по-любому есть их агентура типа мусульмане. Конечно, есть здесь большая, очень большая турецкая диаспора, очень хорошо интегрированы, очень богатые есть здесь турки, очень мощное сообщество турецкое есть. И, конечно же, есть турецкая агентура, я не сомневаюсь в этом. Лично никого не знаю, но потому что не занимался этим вопросом. А так, конечно, знаю. Я знаю, что люди, связанные с турецкими спецслужбами, связаны с людьми чеченской национальности, связанные с российскими спецслужбами. И они вместе борются с исламистами. Представьте себе, все силы направляются против исламистов, и сейчас левые начинают наносить удары. Понимаете? И эти все, кто, ну, как бы самая большая беда, зло, это же исламский терроризм для всего мира, да? Его не видно, правда, но где-то там какой-то дурак выскочит, фанатик, обработанный специальными людьми. Я в это верю, я знаю, что так есть. Некоторые, я раньше, правда, не верил, что так возможно, что как это, трудно было в это поверить. Теперь я знаю, что это делается, работает, у меня есть этому и доказательства, что человека обрабатывают, особенно легко внушаемого, и запускают как торпеду. Как торпеду. И российские агенты здесь себя, ну, не то, что сейчас вольготно чувствуют, проблемы у них тоже, я полагаю, очень большие, но их держат, им позволяют здесь находиться. Ну, правовое государство. Германия на самом деле не на словах, а на деле и очень серьезно правовое государство. Здесь пытаются соблюдать закон. Не пытаются, соблюдают. Может быть, какие-то перегибы бывают, но пока вот такая вот ситуация. Да, и здесь такая вот вместе борются с каким-то исламским терроризмом. Я не понимаю просто, зачем это делается, когда и за этим исламским терроризмом стоит Лубянка, Россия, и не борются с Россией. Здесь, ну, просто невероятно. Так, ФСБ хочет, чтобы в Германии был конфликт, волнений внутри страны. Да, именно Эркин этим они занимаются. Им нужно раскачать ситуацию, чтобы стравить людей и режим подвергнуть просто волну, раскачать ситуацию. И вообще цель России – это захват бывшего ГДР, бывшей Германской Демократической Республики. Восстановить контроль по итогам Второй мировой войны. Дружба с великим Ельциным и самым великим Путиным, лидером Германии, сейчас выходит боком для населения Германии. Абсолютно верно, Асланбек, абсолютно верно. Это абсолютно недальновидная, антинемецкая, антинациональная политика, которую вели лидеры Германии и сама Германия в частности. И не только Германия. Германия, она как бы европейская страна, но она как бы идет в фарватере всего Запада. И в первую очередь это Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки и, к сожалению, Великобритания и Соединенные, к сожалению, обе эти страны, и Германия наравне с ними, заигрывали с Россией. Они сделали Путина тем, кем есть. Они сделали Россию тем, кем есть. Сегодняшние террористические акты от левых радикалов, от Сережи Винергольда, там, от исламистов, каратистов, это все недальновидная политика западных стран, которые дали напиться крови, собрать супер команду кровавых упырей вокруг Ельцина, Путина, вот этих КГБшников, которые повязаны между собой кровью, на чеченской крови, на убийстве чеченского народа, потом грузинского народа, потом сирийского народа и сейчас уже украинского народа. И, к сожалению, нужно сказать, что и Украина в этом, не только Германия, там, да, можно сказать, Германия там далеко, там Америка далеко и так далее. Украина знала, и Украина виновата в том, что сейчас у нее дома происходит. То есть руководство Украины, не украинский народ, который сейчас, истекая кровью, решает те ошибки, исправляет те ошибки, которые совершили их руководители, поднимая до уровня мирового масштаба вот эту фигуру типа
Путина там и всех остальных. На второй годовщине, это получается 92 год, признания независимости Чеченской Республики Ичкерия, выступал один украинец, сейчас не помню его фамилию, из Руха он был. И он, там присутствовали американские журналисты, и он сказал: вы тогда, в 92 году, вы не понимаете, он говорил, какого монстра вы сейчас кормите. Он потом вас съест, вот так рукой жест даже делая. И эти люди понимали, он был у нас в Грозном, тогда этот город назывался Грозный, и они там собрались, Дудаев, там их много-много людей там сидят, американские журналисты, там все остальные, и все они прекрасно, вот эти люди понимали, их убили всех, почти всех их убили, кто-то уже состарился, может быть, так умер, но вот эти люди, которые, один из них, Аяд Эдигов, он тоже там, кстати, находился, и эти люди предупреждали этот весь мир. Но тогда казалось, ну, это там чеченцы, они просто сейчас для своей безопасности. Вот сейчас у нас территория оккупирована. Сейчас мы потеряли все, что можно потерять. Четверть населения у нас убита. Территория оккупирована. На весь мир оболганы мы на десятки лет еще. Нам это имя стирать, которое нам русские заклеймили. Террорист, исламист, там все остальное. И этих убийц, преступников еще надо расследовать, привлекать к ответственности. Ну, короче, на 100 лет Россия нам проблем создала внутри чеченского общества, да, и в целом мире. И, к большому сожалению, весь этот мир лицемерно, цинично, алчно, ну что еще туда входит, глупо, просто без инстинкта самосохранения взяли просто и скормили вот этого упыря, вот эту пиявку, которая пила кровь нашу, и вот получили то, что получили. Понимаете? И сейчас никто не собирается даже справляться. Ладно, чеченцев не жалко, там, права человека, жизнь человека, там, туда-сюда, там, все остается, когда звон золотых монет остается где-то далеко, вот эти все принципы, ценности и все остальное. Но когда твоих граждан убивают, когда тебя убивают, твоих стариков, твоих детей взрывают, поезда взрывают, взрывают теплоэлектростанции, травят воду, представьте себе, воду отравляют русские террористы, русские диверсанты, которых сюда присылают. Они занимаются отравлением воды и многое-многое другое. И это только начало, это все дальше будет продолжаться, пока не будут приняты массовые меры. Да, сейчас принимаются массовые, очень много мер принимается. Сегодня я общался с разными людьми, и они говорят о том, что массово депортируют. Из Норвегии отбирают гражданство. Те, кто поддерживали там Кадырова, Путина, там Русню, всех остальных, гражданство забирают. В Германии массово выдворяют, те ездили домой. Турция, Польша передала все данные о том, что люди через Турцию, через Польшу ездили на Россию. Они здесь политические беженцы, им здесь опасно, они рассказывают тут, что им как здесь опасно и так далее, и так далее. Но одновременно с этим, как только на руки получают какую-то бумажку, бегом едут в Ичкерию, оккупированную Ичкерию. Кто через Польшу, кто через это. Но я понимаю, что там работы нету. Я все прекрасно понимаю. Я знаю, какая там ситуация. Очень хорошо знаю. Но если ты сюда приезжаешь, получаешь здесь убежище, врешь, нагло, в лицо врешь, что тебе там угрожают. Потом бежишь домой. Там дом построить, там собрал социал, здесь по-черному где-то поработал, еще что-то сделал, побежал домой дом строить. Я понимаю, нищета, все это понятно. Но когда ты едешь домой, ты тех, кто реально заслуживает политического убежища, ты всех нас подвергаешь угрозе. Понимаешь? Ты дом построишь, у тебя все хорошо будет, ты домой ездишь, приезжаешь и так далее. Так мы не можем поехать туда, понимаешь? В отличие от таких людей мы не врем, нам реально угроза. Так вот, вы ездите туда и спокойно возвращаетесь, ну да, мне угрожали, ну теперь мне все нормально. Вот эти люди наносят колоссальный нам всем вред. Колоссальный вред они нам наносят. Они бабки зарабатывают, им здесь так удобно, ничего они не хотят.
отстаивать интересы они не хотят, а хотят просто жить припеваючи, пользуясь горем своего народа. Я понимаю, что тяжело, я понимаю, что никого там ничего, если ты не связан там с этой властью, тебе ни денег заработать не дают, там где-то работаешь, где-то как-то там подрабатываешь. Но все равно нужно быть саджимал, не только о своем животе думать, о себе думать. Нужно думать о других здесь людях, которые просто бумажку не могут получить. Российские агенты, они получают бумажки, у них есть куда обратиться, у них есть деньги, у них есть адвокаты свои, у них есть психологи свои, еще много что они могут там сделать, они получают. А простые люди, которым реально угрожают, у кого там брат погиб, у кого отец погиб, кто-то сам где-то там помогал, ходил, там что-то делал, все, ему нужно доказывать, ему не верят, нужно добиваться, чтобы ему помогли, чтобы за него, ему поверили. Вот такая вот вина наша в этом тоже присутствует. Поэтому хотелось бы, чтобы думали, да, иш дальше, хауqdu сосайуqдеш, вала вац хамайуqдеш. Хот не ночи кома зидеш, кома зидеш. Хунам балбацем. Был случай, я уже несколько раз рассказывал это в эфире, ну, здесь много было разных таких инцидентов, там, на курдов нападение, когда в Сирии было это движение, здесь какая-то стычка искусственно делается, в разных странах этого, и все на курдов, там, вот, курды наши враги. Мы живого курда в жизни не видели даже. Кто нам что из курдов сделал? Никогда курды нам плохого не сделали. Они тоже бьются против империи, борются за свою свободу. И курды, и езиды, там разные есть. Они все борются за свою, самый большой народ без земли, без своей страны. И ничего плохого нам не сделали. Вот, курды. Потом появляются провокаторы, какая-нибудь там, Елена Кнор одна такая была. Появляется Мухаммед там педофил, Далгар Дючтек, Дацельч, такое, секое, эти вещи она говорит. И начинается записка, голосовое сообщение в WhatsApp гулять. Все, вырвите ей глаза, вырвите ей язык там, туда-сюда. Как это так? Я услышал, думаю, ну зачем это вот так говорить? Это что, это, кроме как провокация, это никак не может быть. Как ты можешь просто взять? А это в группе в какой-то своей, какой-то чеченец, где-то что-то, его кто-то там подбил, сказал, смотрите, а он такой весь религиозный, сказал, это надо сделать, там туда-сюда, и запустил это. Я послушал, ну, видно, провокация. Ну, думаю, ну, ладно, ну, что я могу сделать? Человек, если так поступает, ну, очень жаль, что он так поступает. И через какое-то время мне опять приходит сообщение, уже эта же запись, но уже с переводом еще и на русский язык. Две их одновременно мне уже, следующую присылают. То есть другой человек с дагестанским акцентом, там уже говорит человек, этот на чеченском говорит, с дагестанским на русский переводит и повторяет, что вырвите глаза, там язык, что-то такое. Ну, короче, я возмутился, начал писать, говорить там и так далее, и так далее. Это, наверное, все помнят. И потом выяснилось, что этот человек, который говорил, он в группе просто между собой его там подбил кто-то, он это сказал. Его подбил, кто-то сказал. Я говорю, потом связался с этим человеком, он со мной связался. Он говорит, я никакой не агент. И вот мы час с ним разговариваем, что он не агент. В конце нашего разговора он говорит, да даже если я отсюда уеду, Кадыров мой родственник, говорит, мне вообще никаких проблем. Понимаете, у него никаких проблем. Нам всем здесь какие-то там убийства чести, там это, короче, чушь вот эту разбрасывают. Все там, девушка какая-то там пошла в кальянную, с кем-то там кальян покурила. Или джинсы, штаны одела. О, это нельзя делать, это накажите. И записи гуляют. Мне полицейский это показывал. Записи гуляют. Я говорю, он не имеет права это делать. Максимум, что чеченец имеет право, пойти ее родителям рассказать. Она ходит в кальянную, курит кальян, или там курит сигарету, или носит джинсы. Ты думаешь, ее родители не знают об этом? Вот все максимум, что ты можешь. О чем ты особенно анонимно распространять. И вот таких случаев очень много, чтобы нас спровоцировать, чтобы нас
представить какими-то, ну, неуправляемыми, дикими. Вот со всех сторон вот эта работа ведется. И мы помогаем, это самое главное. Мы сами в этом помогаем. Вот в чем большая беда. Да, мы всех можем винить, но винить себя надо начинать с себя, как говорится, чтобы разобраться со всем этим. Давайте дальше. Почитаю ваш комментарий, друзья. Шамилю, алейк салам. Алейк салам, КМС. Маш favor, direis goed. Кайрат Айшана, спасибо. И вам уважение, Кайрат. Большое спасибо. Тебе сам Мерц докладывает. Конечно, я же король России, да. Царь России. Мне Мерц лично звонит, докладывает. Россия самая богатая природными ресурсами страна, а россияне живут хуже африканцев. Да. Алейк салам, да и реалити. Человек не может жить без сердца, без почек, без печени. Только на России живут без мозгов целыми поколениями, говорит. Так, Бербак, Сири даже руку не пожали, говорит. Ну, у людей такая культура. И что здесь такого? Был коронавирус, например, тоже не пожимали руку. Что здесь такого? Давайте не будем докапываться до религиозных особенностей разных людей. Хорошо? И тогда, наверное, я вам не скажу, куда нужно вам идти. Хорошо? Бербак не пожали, этому не пожали. Ну, так принято у нас, например. Кто-то может пожать руку. И, например, я ничего зазорного не вижу. Ну, например, моя жена не пожала бы Дюйч Хаздайца руку, потому что она так смотрит. Я, например, ничего в этом не вижу такого, если здороваешься, поздоровался с человеком. Никаких. Но вот моя жена не поздоровается так за руку. Вот не здоровается она. Что я теперь должен сделать? Заставить ее, чтобы здоровалась она. Я заставлять ее не буду. Она свободный человек, имеет право. А вы все, которые там пытаетесь найти какие-то религии, что-то, вы все фашисты, понимаете? Либо под пропагандой этой фашистской находитесь и повторяете ее. Понимаете? Курды хорошие народы, у нас много живут. Да, конечно, курды абсолютно очень похожи на чеченцев и на евреев курды. Именно в смысле всю свою жизнь борются они. У них тоже свой вот этот костяк, закрытый, борются. И молодцы. Молодцы.
Помню это выступление представителя Украины на той встрече. Человек года, он, наверное, один из самых старших там был. Он все четко, все точно сказал тогда. Да, Жень, абсолютно. Да, да. Очень, как будто вот сегодняшний день он тогда рассказал. Прям вот пальцем он им говорил, да, вы же как он, монстра сказал, сами себе, он потом вас сожрет, он сказал. Привет, Стас Клайд. Да, да, я добавил. Они очень возмущались, что тут много флагов у меня. Я взял британский тоже добавил. Они заслуживают находиться. Так, det är reality. Це вишен, аж на штиль. Да, се дуэлайс. Не нужно, не нужно. Так, ламанас, машой. За 1200 евро в месяц родину приеду. Во-первых, здесь пособие 1200 не платят. Максимум, по-моему, 400, по-моему, там 300 с чем-то платят. Это тебе на месяц дается. Во-вторых, на пособии я не сижу. Давно не сижу. Уже 10 лет не сижу на пособии. А в-третьих, родина, ты считаешь, фашистская русня родина? Вот моя родина. Вот моя родина. Вот видишь? Вот это моя родина. Понимаешь? Вот моя родина. Так, что еще? Какие вам еще вопросы ответить? На какие еще вопросы ответить? Так, подождите. А я вам вопросы же сегодня не составил. Жаль, конечно. Ничего, в следующий раз. Все будет Ичкерия. Да, Алмула. Да, Алмула. Да, Алмула. Алейкум салам, Кайрат. Всех приветствую. Курды 40 миллионов живут в Турции, Иране, Ираке, Сирии, имеют право на свое государство. Имеют, но не дают. Вон сейчас в Турции, смотрите, что происходит. Вот сейчас был этот, как его, кто там, Асад-2, которого они привели. Вот что меня бесит, знаете. Они исламисты, а потом выясняется, они никакие не исламисты. Вот потом, кто эти исламисты? Каких-то пацанов, которые там родственники погибли, еще на них бомбы падают.
Понимаете, когда на тебя бомбы падают, ты домой приходишь, а вместо дома у тебя воронка. Все погибли под этими бомбами. У тебя другого нет, кроме как мстить, выйти и сражаться, погибать. И неважно ты, под каким флагом ты будешь, что будешь. Вот пришел человек, бомбу на тебя скинул, вот враг пришел, страна пришла. Вот ты против нее будешь. И вот эти разные, как Джулиани, Мулиани, вот эти всякие, которые сейчас Сирию возглавляют, они берут, делают, подбивают эту молодежь, втягивают, вербуют, там у них деньги, оружие, все, они привлекают молодежь, все, исламисты, террористы. А потом они президенты, которые там в Белом доме принимают, везде их там любят, принимают, там с ними разговаривают и так далее. И потом ты воюешь против курдов. А что курды сделали сирийцам? Что курды сирийские сделали? Вот я не знаю просто. У них российская база стоит, там российская база стоит, ее не изгоняют, на 49 лет еще продлили, по-моему, там договор. Их они не изгоняют. Сами их уничтожали, их свои уничтожали, вот это Башара Асада, сирийцы, арабы, сами своих уничтожали. Ну и русские уничтожали. Они против курдов воюют. А как их уважать после этого? Как верить в то, что они делают? Какие-то Джулиани. То есть игры, политехнические игры. Идут, одного сняли, другого убрали. Не могли 10 лет, 15 лет победить этого Асада. Потом быстро его на базу отправили в Россию. Все, другого посадили. За это база российская осталась. И ты теперь воюешь за Турцию против курдов. Отлично сирийцы освободились. Очень супер освободились. Вот такие вот интересные вещи происходят. А 40 миллионов курдов не могут свое государство получить. Спасибо, Феникс, и тебе удачи. Самое интересное, что ругают еврея, а потом сами бегут нанимать еврейского адвоката. Еврейского адвоката еще не всегда и не всегда. Ругают евреев на YouTube, который относится к Google, который создал один из американских, но Сергей Грин еврей. ChatGPT еврей. Ну, огромное количество, что делают. И они здесь к ним, в Facebook, еврей, заходят и про евреев ругают у них же на эти. Он его может выключить навсегда, этого. Россия борется с чеченским народом, с чеченской культурой, с чеченской историей, с чеченским языком. Google делает чеченский язык. Просто берет аварский, чеченский язык, абхазский вписывает. Просто сохраняет языки. Кто там? Евреи сидят в этом гугле, или хозяева являются евреями. Сидят и там ругают. Просто невероятно. YouTube еврейский, гугловский. Что там еще у нас? Facebook, например. И Instagram, это одно мета. Тоже Цукерберг, еврейское. Сидят там, хаят евреев. Ну, просто не понять этих людей. Просто не понять. Просто люди не понимают. Пропаганда. И все это идет от России, от ФСБ идет. У них был как научный атеизм, так и научный антисемитизм был. Понимаете? Глубинно это. И меня удивляют разные там евреи. Вот, например, есть этот писатель, как же его зовут-то? На России есть такой писатель. Веллер. Фашист, фашистовский. Этот фашист говорит о мусульманах, которые здесь находятся в Европе. Ой, большая угроза какая для Веллера. Две жены у них бывают, 4 жены у них бывают. Какой ужас! Веллер, наверное, думает, или кто там переживает по этому поводу, что мы у них жен будем забирать. Не нужно нам ваших жен, поверьте. Честное слово, мы не хотим ваших жен. Просто и не все мы женимся на 4. Это бывает... Не мусульмане имеют 2, 3, 5 любовниц. Извините за подробности. Но это, если узаконенно ты женился, ты помогаешь и той семье, то ничего плохого в этом я не вижу, например. Есть обоюдное согласие.
Понятно? Здесь обоюдное согласие, не женатые люди собираются в круг и в клубе устраивают какие-то там вечеринки, которые очень там, или там на острове Эпштейна где-то, устраивают какие-то вечеринки. Это не кажется что-то ужасным, да? Это же по обоюдному согласию. Главное, чтобы насилия не было, детей не мучили, там все остальное. Взрослые люди делают, что хотят. А здесь, видите, Веллеру там очень это мешает. Но меня удивляет то, что на Израиль нападает его страна, Веллера, уничтожает 1200 человек, начинает махровый антисемитизм, который просто открыть, если YouTube-канал там, и почему-то не закрывают этих махровых антисемитов, в YouTube их просто полно. А Веллер сидит, беспокоится за немцев, беспокоится за каких-то европейцев. Понимаете? Насколько это лицемерие. Это самый настоящий провокатор, фашист. Я его фашистом считаю. То, что такие вещи говорит, сидит и рассказывает про мусульман. Если ты такой честный, говори за свою Россию, говори, за свою ФСБ говори. Говори о том, что как они уже десятилетиями они готовили вот этих исламистов, арабов, они тогда были марксистами-ленинцами. Вот за них говори, Веллер. Нет, за них он не говорит. А значит что? Отрабатывает, делает программу, отводит внимание от России. Говорить нужно вот мусульмане, угроза мусульмане. Угроза мусульмане. Я не вижу здесь угрозы мусульман. Мусульман в Европе 5%. 5%. При самом удачном раскладе, если будут еще как бы беженцы приходить сюда, как сейчас приходили, достигнет до 10%, 11%. Вы можете у ChatGPT, у искусственного интеллекта это спросить. Это все очень легко сейчас выясняется. Благодаря, кстати говоря, евреям. И с учетом, если сейчас миграция останавливается, эти 5% могут вырасти до 6-7% мусульман. Для того, чтобы мусульмане стали угрозой для Европы, их должно быть, что вот они преобладают, сказать, хотя бы 50% их быть, половина их должно быть. Этого достичь невозможно просто. В ближайшие, в 50-м году, искусственный интеллект говорит, в 50-м году максимум 6-7% будет. Если вот это беженцы продолжат также пребывать, а их очень много пребывало, то до 10-11% поднимется. Тогда, да, в 50-м, то есть через 25 лет, Веллера уже не будет давно. А он вот беспокоится. О евреях, об Израиле он не беспокоится. О антисемитизме, который махровый в России, просто каждый день я это вижу. Вы сами это можете увидеть. Каждый божий день просто научно доказывают, как они кровь пьют, как они там людей убивают, как они войны разжигают, как они всем миром управляют и так далее. Из Ютуба вот этих антисемитов убрать они не могут, а вот всем миром управлять они могут. Понимаете? Вот эти вещи очень-очень показательны. Очень показательны. А потом нам нужно это все смотреть, терпеть. А мне потом говорят, да не, он не фашист. Как он не фашист? Как это? Как по-другому это называется? Самый настоящий фашист. И таких полно. Так, немножко и пройдемся и по этой теме. Когда же будет освобождение Ичкерии? В каком году? Ризван, я не знаю, в каком году будет освобождение Ичкерии. Я полагаю, что 26-й год, этот год, будет очень серьезным, очень решающим. На 27-й год у Соединенных Штатов Америки, у которого бюджет 1 триллион долларов, обратите внимание, 1 триллион долларов. На 27-й год Трамп запланировал военный бюджет, только военный бюджет, бюджет Пентагона, поднять до 1,5 триллионов. То есть еще 500 миллиардов долларов тому 1 триллиону собираются внести. Если просмотреть по аналогии, как это было в отношении чеченского народа, Россия перед тем, как начать войну против нас, она, зная, что она будет воевать, она свой бюджет увеличила. В 93 году она заложила бюджет, 94 год, войну уже.
В 1999 году она также заложила бюджет уже на 2000 год и начала против нас войну. Поэтому я полагаю, еще Конгресс должен, конечно, это все утвердить. Я полагаю, что 26-й будет очень напряженным этот год, я думаю. 27-й будет, я полагаю, год большой войны. В конце этого года она может уже начаться. И 27-й год, она может и в середине этого года начаться. И 27-й год, это еще больше будет эскалация. Я полагаю, будет большая-большая война. Либо в этом году в конце, в середине, в конце, либо уже в 27-м году будет, ну, очень большая война. Очень большая война. Все, не только Америка, все свои военные бюджеты увеличивают, и я полагаю, что нас ждут очень-очень тяжелые военные времена. К сожалению, друзья, к сожалению. И после этого наступит, сперва там миллионы людей погибнут, и потом мы уже новый миропорядок какой создадим. Тот, кто выживет, тот будет жить при новом мировом порядке. Думаю, так где-то. Поэтому 27-й год, если исходить, что западные страны не любят большие длительные войны, в которые они втянуты, непосредственно прокси, да, можно десятилетиями воевать. А если самим непосредственно погибать, воевать, то внутри населения недовольно бывает и так далее, жертвы, гробы идут, и поэтому, я думаю, может 27-й, 28-й год, ну, в 27-м году может закончиться, в 28-м может закончиться. Вот это будет решающее. Вот мы сейчас уже на финишной прямой фактически. Поэтому 2-3 года, может быть 5 лет. Мне один человек сказал, что это на 5 лет может продлиться. Может продлиться 5 лет. Может продлиться, я надеюсь, что 26-й, 27-й год, это, ну, к 28-му году, к концу президентского срока Трампа, наверное, уже новый миропорядок установится. Вот как-то так я это вижу. Посмотрим, как это будет. Одному Аллаху известно. Так. Турция максимум готова принять курдов как часть вилаята Новой Османской империи, но никак независимое государство. Я не знаю, почему же у них такая патологическая, вот такая, как у русских к нам, к этим курдам, такая патологическая ненависть у них. Я не знаю просто. Ну зачем? Ну, дайте этим курдам жить на своей земле. Там огромное количество людей. Просто не дают. Я не знаю, видимо, уже, знаете, это такой, как тренировочная база для своих военных, постоянно, это даже, это удобно, наверное, постоянно, знаете, когда собаку тренируют, постоянно она должна с кем-то там драться, бойцовскую собаку, может, вот так, как говорится, ни государственности, субъектности у них международной нет. И, ну, фактически в мире помощи, защиты просить они не могут, как бы террористы. Ну, очень удобно для мощной Османской империи бить таких людей, очень удобно. Как русским бить чеченцев удобно, ни за что не отвечаешь, бьешь. Там сидит какой-нибудь там Путин или Эрдоган и кайфует. Ничего, на том свете, слава богу, что все умрем. На том свете ответят все. Израиль первый вступился на государственном уровне за Ичкерию против России. Да, Асланбек, это точно. Это точно. WhatsApp тоже еврей, говорит, да я реально. Да, WhatsApp, да где евреев только нет. Посмотрите, медицина, технологии, да все, интернет, везде евреи. Это просто глупо отрицать, это не видеть. Полная поддержка братьям чеченцам от Израиля. Спасибо, Лукас. Спасибо. Ам Израиль хай. Ам Израиль хай. Так. Евреи и чеченцы исторически поддерживали добрососедские отношения, взаимопомощь. Абсолютно так. И так и будет. Я этого и добиваюсь. Правда, очень
мне мешают в этом, но я пытаюсь. И добьюсь. Чеченцы очень хорошо относятся к тем, кто им помогал. А евреи нам очень себя хорошо зарекомендовали. Я разговаривал с одним человеком, и я говорю, смотри, в 1944 году, когда нас депортировали, геноцид нам устраивали под видом депортации, то есть на вечную ссылку, нас не должно было вернуться, евреи проявили себя благородно. Потом, когда мы возвращались оттуда, нас встречали евреи. Понимаете, не братья-мусульмане, не все остальные там русские, которые нас туда отправили, а евреи встречались с барабанами, с лезгинками, там, с гармошками, как у нас это принято. И прошло с тех пор, вот когда в 53-м сдох Сталин, в 57-м где-то, да, в 8-м начали возвращаться чеченцы. Сколько с тех пор? Ну, 60-70 лет прошло, почти 69 лет, 59 лет, 60 лет прошло. И, ну, что эти люди сделали, да, эти евреи грозненские, которые пришли на этот перрон, встречали? Просто они от души встретили людей просто, и все, сделали, показали свою широкую душу. Приезжали тогда вообще все русские, другие территории заняты, никого нет, все переименовано. И они просто встречали, и я не думаю, что там много евреев у нас проживало. Но вот эти, кто пришли туда провожать, они заложили, смотрите, как твое праведное, от чистого сердца сделанное дело, да, ничего сложного нет. Прийти, поднять настроение, побарабанить там, я не знаю, станцевать лезгинку, приятное с полезным, так сказать, совместить. Через 60 лет мы, чеченцы, помним, что сделали те евреи, и уважительно относимся к евреям, которые не с нашей, с Кавказа, а которые живут в Израиле, которые со всего мира там живут, и в Америке живут, и везде живут. Представьте, как одно праведное дело, которое ты делаешь от души, запоминает другой народ, другая нация. И через 60 лет это приносит плоды. Евреям приносит плоды. Понимаете? Я могу говорить, ссылаясь на этот случай. Евреи могут ссылаться на этот случай и говорить, мы же тогда к вам так относились. И вы любого чеченца за пояс заткнете, если вы ему это напомните, если он там антисемитизм разгоняет и так далее. Понимаете? Вот как бывает, когда ты что-то делаешь праведное, во имя Бога, когда ты что-то делаешь, как у нас говорят. Вот когда ты это делаешь. Вот она какая, жизнь-то она. И сегодня то, что делают, может, меня не будет. Через 60 лет евреи, чеченцы будут находить мои записи и будут дружить, объединяться. Потому что я это тоже делаю от души, от чистого сердца. Понимаете? Вот как нужно. А политики там, плохие, хорошие, это все будет всегда. Войны будут, все такое. Народы должны, люди должны быть нормальными. Понимаете? Люди должны быть. Самое главное, нормальными. Спасибо. Кто мне тут подарок закинул? Иночка, спасибо. Так, давайте дальше. Ждем тебя в Гудермесе. Приезжай, встретим тебя с Рамзаном Ахматовичем. О, как, нормально. Хорошо, скоро приеду. Рамзан сможет дойти до встречи, встретить? Конечно, если он придет, конечно, приеду. Давайте, говорите, когда, куда, чтобы билет мне закажите. Самолет, точнее, да? Видимо, Веллер завидует, наверное. Расскажите, какие последствия Львове после Орешника? Или как вас, Владис, да, здесь у вас написано. Владис, я очень удивляюсь этого Орешника. В прошлый раз его тоже им как бы выстрелили, короче говоря, прилетели ракеты, якобы Орешник. Но мы почему-то не увидели место, где было попадание. Сдалека мы видели какие-то как молнии. Сейчас искусственный интеллект, просто уже ты не знаешь, чему верить. Вы, наверное, сами уже столько видели. Какие-то крокодилы на людей нападают, какие-то обезьяны на людей.
там какие-то там дети маленькие там танцуют как-то как по-взрослому. И это невозможно никак объяснить. И сейчас, имея такие возможности, какая-то камера, где-то как молния что-то вниз упало, и все, это был орешник. Тогда нам так и не показали, куда попал этот орешник в Украине. И сейчас где-то там в Львове что-то упало, где-то там случилось, не в самом Львове, а рядом с Львовом, куда-то в подземные бункеры что-то. Ну, покажите место, я так и не увидел. Может, сейчас увижу, потому что пока я еще не видел. Но в прошлый раз, когда тоже про орешник говорили, так мы не увидели. Что за спектакли здесь люди играют, я так и не могу понять. Не могу до сих пор разобраться. И так каждый день бьют, каждый день мы видим, что там дроны прилетают, мы видим там кабы прилетают, много чего мы видим, все фиксируется, показывается, спасатели, раненые, убитые, разрушения, эвакуация, все мы видим. Орешник попал, мы ничего не видим. Какая-то сдалека, какая-то молния какая-то, как будто 2, 3, там 4, непонятно. Не знаю, я уже, знаете, не очень верю в эти сказки про великие российские ракеты, там какие-то эти, абсолютно, что-то мне слабо верится. Трамп тоже говорит, что если Европа не решит проблемы с демографией и миграционной политикой, то к 2045 году европейская цивилизация исчезнет. Смотри, сейчас Старклайд. Вот Европа говорит, сейчас я этот вопрос задам искусственному интеллекту. То, что мне говорили, что вот прям как-то Европа, сейчас, если Европа не решит проблему демографии, с демографией и иммиграционной политикой, то к 2045 году европейская цивилизация исчезнет. Вот вопрос. Американский искусственный интеллект Грок Илона Маска. Давайте послушаем, что он скажет. Нет утверждения о том, что европейская цивилизация исчезнет к 1945 году из-за демографических проблем и иммиграционной политики, сильно преувеличено и не соответствует фактам. Европа действительно сталкивается с серьезными демографическими вызовами: низкая рождаемость, в среднем 1,5 ребенка на женщину, ниже уровня воспроизводства 2,1, старение населения и, естественно, убыль, большая смертность, чем рождение, согласно прогнозам. Население Европы в 1945 году составит около 713 миллионов человек. Снижение с текущего 745. То есть может Европа до 30 миллионов человек потерять. А к 2050 году 703 миллиона. То есть на 40 почти миллионов можно потерять людей. Это только прогнозы, это еще не факт. Но это тоже очень большие по 40 миллионов потерять население через 25 лет, грубо говоря. Население ЕС достигло пика в 453 миллиона в 2026 году. Затем начало снижаться до 448 миллионов к 2050 году. Это Евростат говорит. Это ООН говорил про 713 в 2024 году. А Евростат говорит вот эту информацию. Без иммиграции снижение было бы гораздо сильнее, на 10-20%. Но иммиграция компенсирует часть убытков. Это приведет к старению. Медианный возраст вырастет до 46-50 лет, доля 65+ увеличится. Иммиграция помогает смягчить демографический кризис, она поддерживает численность рабочего возраста и экономический рост. По данным ООН и Евростат, без нее население сократилось бы быстрее. Однако даже в сценариях с высокой миграцией, включая беженцев, доля мусульман – основной источник опасений в подобных теориях, к 2050 году составит 7%. Этот рост с текущего 6%, но далеко не большинство. Вот вам информация. Теории вроде великой замены утверждают, что
теории вроде Великой замены утверждают, что элиты намеренно заменяют белое население иммигрантами, часто мусульманами. Это конспирологическая идея популярна в крайне правых кругах, но отвергается экспертами как расистская и необоснованная. Демографические изменения реальны, но они результат низкой рождаемости европейцев, а не заговора. То есть в 50-м году 7, здесь написано 11%. Минимум 7 до 11%. Это если продолжится этот поток мигрантов. Сейчас все останавливается. Поэтому к 5-6, вот до 7 только поднимется этот момент. Это, ну, знаете, это политические игры. Политические игры. Здесь много, да, есть недовольные, есть проблемы. Экономические сейчас проблемы есть, ну всякие есть проблемы. Есть проблемы с мигрантами, да, есть определенная группа мигрантов, которые совершают определенные преступления. Это факт. Это скрывать не нужно, наоборот, это нужно прямо, открыто говорить. Но говорить о том, что из 7%, из нынешних там 6%, что потом завтра 5-6% через 25 лет одно поколение и все, Европа исчезнет, ну это просто глупо до невозможности. Потому что все основные должности от спецслужб, политических, административных, всех остальных, исполнительная власть, там, полиция, все высшие руководства занимают местные. Молодежь, которая, беженцы приезжают, она может быть где-то там на стройках работать, она может где-то там полицейским быть, где-нибудь там патрульно-постовой службе, еще где-то, еще. Но такого большого роста, если каких-то там супер умственных способностей, ты не добиваешься. Потому что здесь свои есть, уже есть поколение, и династии есть и военных, и полицейских, и спецслужбистов, и политиков, и так далее. Поэтому это все сказки. Сказки для чего-то. Для чего-то, не знаю, для чего. Борются за власть, политическая борьба идет. Вообще очень странно слышать от американцев про миграцию, индейцев, может тоже спросить. А ведь сам, например, Трамп, он немец. Все американцы, они приезжие мигранты, да, по факту. У него жена, то она славянка, да, славянка, этот, как его, вице-президент Венс, его жена индуска, Патель, глава ФБР, индус, по-моему, если не ошибаюсь, сам министр иностранных дел, госсекретарь Рубио, кубинец, тоже, если не ошибаюсь, из Латинской Америки откуда-то. Сам Илон Маск из ЮАР, из Южной Африки приехал. Я не понимаю просто, как это можно обсуждать. Но такие вот вещи. Но, по всей видимости, готовится война с мусульманами. И поэтому мусульмане представляют, вот сейчас, когда латиноамериканцев изгоняли, и потом вот сейчас против Венесуэлы вот эта борьба прошла. Если сейчас взялись за мусульман, начали говорить, значит готовятся против мусульман что-то делать. И чтобы внутри эти люди не представляли угрозу теми же терактами, какими-то провокациями и так далее. И начинают об этом говорить. Может, с этим связано? Я не знаю. Но вот искусственный интеллект говорит, что это чушь собачья, что европейская цивилизация исчезнет, и что это конспирологическая версия правых националистов. Веллер не скажет, что мусульмане сейчас разносят пищу и дают помощь тем людям, которые в Берлине нуждаются из-за произошедшего теракта. Конечно, Асланбек, конечно. Очень много делают, даже я знаю чеченцев здесь, которые ничего не говорят, нигде не кичатся, помогают, ходят там, волонтерят, ничего никому не хвастаются, потому что если ты хвастаешься этим, то перед Богом это твое деяние как бы теряет ценность. Поэтому очень много делают. Мусульмане есть, огромное количество есть у нас сирийцев, врачей здесь в Германии. Отличные все уже радуются. Вообще и сирийцы, когда приехали, год-два они уже по-немецки говорили. Такая зависть у меня брала. Да? Мы с ними ходили раньше на курсы там вместе, где-то еще что-то. А потом ты видишь, он с акцентом плохо, ну уж приехает. И ты смотришь, думаешь, ну молодец.
Очень хорошие, толковые люди. Да, есть разные, конечно. Вот такая вот вещь. И сирийцы очень интеллигентные люди, на самом деле. Мне понравились. Конечно, есть разные, но также есть и среди немцев хорошие, плохие. Русские свои права боятся отстаивать перед США, за свой корабль не могут ответить. Да, русские боятся очень сильно американцев, просто до беспамятства. И мне странно, что кто-то говорит, что там Америка боится Россию там, и так далее. Россия боится Америку очень сильно, это я вижу. Есть разница между обычными гражданами и пассионариями. Конечно, есть, да, есть. Хуэдара Рамзан Асаха Эттухила. Что значит, если он Цагира, я, может, что-то пропустил? Рамзан, повтори, пожалуйста, что ты здесь писал. Историю делает меньшинство, а не половина, говорит. Конечно, делает меньшинство, я полностью согласен. Но для того, чтобы это меньшинство, вот эти 5-6% или 7% этих мусульман, которые есть, они тоже не все пассионарии, правильно? Было бы неправильно считать, что все, кто приехал, это пассионарии. Наоборот, пассионарии там остаются, а сюда приезжают не особо пассионарии. И из этих 5-6% как раз из них 5% и есть пассионарии. Среди них могут быть, если брать в процентном соотношении. Потому что эти 5% приехали, женщины, дети, старики, все. И они все хотят перевернуть Европу. Но это просто глупо это утверждать. Здесь наоборот, очень даже хорошо люди интегрируются. Нам ничего не сделала Германия плохого, чтобы мы ей вредили. Наоборот, мы защищаем Германию, понимаешь? Мы. Я мусульманин, я чеченец. Я защищаю Германию. Я разоблачаю всю эту фашистскую эту нечисть, которую сюда ввели. Которая здесь постоянно пытается что-то сделать. Так я приношу пользу этим немцам, по факту, если так исходить. Правильно? Я объясняю людям, говорю об этом. Так многие чеченцы делают. Вот посмотри, тут Асламбек, который здесь есть, тоже очень много работы проводит в этом направлении. Мы много делаем. Просто говорить о своих страхах, говорите, пожалуйста. Просто Веллеру нужно бы говорить про то, что они сделают против Израиля, его страна, его Россия, что делает против Израиля. Ему об этом бы лучше говорить, а не думать, что у нас здесь в Европе мы там захватили, там жен у них увели, там, и все, и так далее, и так далее. Бред сивой кобылы просто. Трамп конкретно взялся за Россию, уже третий танкер захватили за несколько дней. Он одобрил 500% санкций против тех, кто будет покупать нефть у России. Отлично, отлично, что я могу сказать. Отлично. Рина, спасибо. Сейчас 900 миллиардов долларов, но Трамп хочет поднять до 1,5 триллионов. Ну да, там больше 900 миллиардов, около триллиона. И сейчас, да, в 2027 году бюджет Пентагона, Вооруженных сил Соединенных Штатов, будет поднят до 1,5 триллионов. Не миллиардов, а триллионов. Это колоссальные деньги. Я не знаю, что они там делают с этими деньгами. Веллер просто выступает против народозамещения, против ликвидации традиционной Европы. Жень, но какое дело Веллеру, что здесь в Европе происходит? Вот если так посудить, что он так печется? Я что-то не видел, чтобы он ФСБ разоблачал, чтобы он там рассказывал, как они днем и ночью, вот он же как раз грамотный, русский язык хорошо знает и все такое, наверное, только его он и знает. Если бы он говорил бы о том антисемитизме махровом, который его коллеги, его товарищи, его сограждане раздувают против евреев. Вот с этим бы он боролся бы. С этим бы, с замещением, народозамещением, которого только что я вам зачитывал, искусственный интеллект, то, что пишет,
за это беспокоиться не нужно. И это лицемерие. Ничего не беспокоится он ни за какое народозамещение. Ему сказали на эту тему, говорит, вот он и говорит на эту тему. Понимаете? Никакого народозамещения здесь нет. Быть не может, понимаете? Нету такой угрозы. Это все выдумано. Это специально делается, чтобы отвлекать внимание. Понимаете? Это же очевидно. Это нельзя же так нагло просто лгать и выдумывать, когда у тебя, значит, он не еврей. Если его так не беспокоит, что с евреями происходит, а беспокоит ему то, что русских беспокоит. Миграция там, так далее, и так далее. Миграция и американцев. Почему за океаном сидят и так переживают, что здесь миграция будет. Ну, значит, готовится к войне кто-то. И эти, как обычно, подыгрывают. Я так это вижу. Ни одна из мусульманских стран не принимает христиан миллионами и не отменяет мусульманские праздники, чтобы не задеть религиозных христиан. Об этом он говорит. Не, он о много чего говорит. Он не о много чего говорит. Ну, давай тогда, если от обратного говорить, ни одна мусульманская страна не завоевывает ни одну христианскую, если такие существуют, ни одну христианскую страну, откуда начинается миграция. Бомбардировки, например, возьмем Сирию или возьмем Ичкерию. Туда кто пришли? Или мы напали там на Россию, и там побежали беженцы и так далее. Нет, в Сирии началась война, этот Запад поддерживал эту демократическую оппозицию. Это я здесь находился, я это все своими глазами видел и слышал. Запад поддерживал, Америка поддерживала, не так открыто, Европа поддерживала. Открывала границы, помогайте, да, там демократическая оппозиция и так далее. Ну и так далее, и так далее. И потом сколько войн вели вот эти европейские страны в Африке, сколько стран вели в Ближнем Востоке. Это все делалось ведь не ради того, чтобы права человека там восстановить. Понимаете? Вот сейчас Ирак, например, да, Саддам Хусейн был тиран. Он получил то, что он заслужил то, что он получил. Бесспорно. Это был просто тиран, убийца и фашист. Но что сейчас там стало? Посмотрите. Там стала какая-то демократическая нормальная страна? Нет, потому что никому не нужно было там делать. Поэтому оттуда бегут беженцы. Началось в Сирии. Все бросили Сирию, все наплевали на Сирию. Наоборот, начали еще больше туда подливать огонь. Куда людям бежать? Вот бегут сюда. Россия бомбардирует. Кто-нибудь остановил Россию, когда она стирала Алеппо, Малеппо, там все остальные, Идлиб, вот эти города? Все люди куда-то же нужно бежать. Где лучше? Рыба где глубоко ищет, человек где лучше. Вот они все сюда побежали. Поэтому раз. Во-вторых, я полностью согласен. Мусульманские страны не принимают беженцев. Мусульман не принимают. Более того, Турции, которые бегут чеченцы, если ее можно назвать мусульманское демократическое государство, ну, возьмем мусульманскую, там тоже мы особо не видим, что там какие-то социальные помощь, там поддержка и так далее, и так далее. В этом смысле европейские страны, если не делить по религиозному принципу, ты идешь куда, где выгодно тебе, где ты получишь помощь, образование и так далее, и так далее. Поэтому нужно исходить ведь из этого, что эти страны имеют колонии в мусульманских странах. Мусульманские страны практически все были колониями вот этих европейских стран. Понимаете? Вот из чего нужно исходить. А если исходить, что мусульмане не принимают, так мусульмане сами нищенствуют, они сами колонии. Кто побежит в колонию? Все бегут в метрополию, где лучше, богаче. Кавказ должен поддержать США. Мастер бой, мы-то с удовольствием поддержим. Вот США бы поддержала бы нас, Кавказ. Вот это было бы другое дело. Надо довести экономику России, как было в СССР, в течение пару лет. Это означает, что мира пока не будет. Да, пока мира не будет. Пока мира не будет. Если еще 500 миллиардов Трамп собирается выделять, если Германия выделяет колоссальные средства на военный бюджет, если весь мир, все выделяют, все готовятся к войне, то мира точно не будет. Все идет к чему-то глобальному, такому масштабному. Но это было очевидно уже давно. Я горжусь тем, что чеченцы мои братья, говорит Сабир. Аллаху Акбар. Спасибо, Сабир.
Спасибо. Поэтому, братья, нужна полная поддержка Израиля, иначе нас ничего хорошего не ждет. Но Лукас Москит, полная поддержка с моей стороны израильскому народу, который имеет право на свое государство, на свою безопасность, на свою защиту, она есть полная. Ты не чечен, ты еврей, говорит. Руслан Шахин. Так. Русские боятся американцев как огня, говорит. Танкер захватили, вот это ничего не сделали. Как не сделали? Они попросили. И сейчас двоих отпустили вроде бы. Макарова поблагодарила. Так. Алейкум салам, Албания. Шалом, говорит. Шалом. Веллер, говорит, не еврей, он немец, говорит. Я не знаю, еврей, он немец, он русский, понимаешь? Русский фашист. И все. Привет с лайком с Ташкента. Приветствую, Ташкент. Привет из Франции, братан. Приветствую, Франция. Нет, мусульманские страны давно не колонии Европы, они сами не развиваются. Ну, так сказать, конечно, сейчас прямо как раньше колонии не назовешь, но давай согласимся с тем, что управление, финансы, это все равно зависимость происходит. И когда какие-то страны развиваются, некоторые отстают. И там, знаешь, ставятся такие управляемые диктаторские режимы, когда уходят вот эти империи, когда уходят, когда выгоднее не драконить людей, и чтобы на своих солдат нападение было, а ты взращиваешь элиту, сажаешь туда этих диктаторов, и полностью, давайте начнем от Саддама Хусейна, от Муаммара Каддафи, от Саддама, кто там еще там, от Башара Асада, их всех и в Англии, и в Америке принимали, они там учились, их всех там почивали. Это все мы видели. Давайте не будем говорить. А потом они, да, потом они уже зажираются, потом они уже переходят как-то дорогу, потом нужно сменить режим, и начинается вот эта вся катавасия. Поэтому, да, можно уйти, но остаться, как говорится. Остаться. Как тогда Березовский сказал, англичане уходят, не прощаются, а евреи прощаются, но не уходят. Понимаешь? Вот так же империи, они прощаются, но никуда не уходят. Они остаются.
Маршал Дой, как думаешь, Кремль окажет протекцию Кадырову, утверждая его на пост главы, учитывая назначение на должность зампреда, де-факто может делегировать полномочиями президента? Маршал Хюгаду Макс Имадаев. Соцахит обочина. Кремль и также ему оказывает протекцию. Не то что протекцию, он прямой исполнитель воли Кремля. А, Не понимаю, что ты имеешь в виду. Де-факто может делегировать полномочия. Ты можешь сказать, что его сделать президентом России может ли? Не может. Я не думаю, что они сделают его президентом России. Это так, пехота делала. А с кем европейцы должны договариваться, если сами народы не могут свою диктатуру свергнуть, то разговаривать с диктатором, а не с народом, причем вина европейцев. Ну, да, и с этим я с тобой согласен, смотри. Я в этом смысле нельзя спорить, что а, народы сами тоже несут ответственность за то, что у них диктатор сидит. Но если, например, в Сирии, возьмем, давай пример Сирии возьмем. Там уже во втором поколении или в третьем поколении сидел один и тот человек. Спецслужбы пронизывают все. Я просто сейчас по своей Ичкерии вижу, там все пронизано спецслужбами, стукачами, доносчиками и так далее. И Запад помогает. Понимаешь, все это время Запад помогает им. Сейчас отношения испортились, но тогда Кадыров, они лечились в Европу, их родственники сюда приезжали, там еще много чего было. А что делать чеченцам, например? Что делать? Ну как нам свергнуть, если сидит напрямую там Кремль, войска стоят и так далее. То же самое касается Сирии, например. Там тоже стоят российские базы, агентура везде, на Западе принимают везде. Ну, собрались вы 100 человек, 1000 человек, вышли, вот вас расстреляли. Просто расстреляли. Запад уже был против Башара Асада. Люди выходили, вот эта демократическая оппозиция тогда начинала, уходила. Их расстреляли. Что Запад сделал, когда это втянулось? Умыли руки. Сказали, все, это не наше дело. И на 13 лет Сирия погрузилась в хаос. Просто огонь, вода. Все, кому не лень, туда заходили и бомбили сирийский народ. Это ж факт. Факт. Все просто мимо пролетает, Россия пролетает, кто-то другой пролетает, раз, бомбы на них. Бомбы, танки, что угодно, там, спецслужбы, вот так, Турция, все там работали. Все. Израиль, Америка, Европа, все просто были заинтересованы, чтобы... И вот что они сейчас там сделали. Ну как свергнуть тогда? Скажи мне, когда весь мир против тебя объединяется. Понимаешь? А когда нужно стало, Башара Асада посадили в самолет и вывезли в Москву. Все, не привлекли к уголовной ответственности за массовые преступления. Ничего не сделали. Просто дали улететь человеку. Российские базы оставили. Сейчас воюют против курдов. Вот и все. Не против России, а против курдов. Оказывается, курды во всем виноваты у них были. Понимаешь? Во всем виноваты курды были. Джуляне. Так, Чечения в смысле главой станет после устранения отца. Чечения в смысле главой станет после устранения отца. Соцахит, Максима, да. По законодательству РФ Ахмаду нельзя руководить регионом из-за возраста, так как 30 лет еще нет. Ну, они тогда снизили этот возраст, я помню это. Про Адама Кадырова. Тогда был 35 лет, для Кадырова Рамзана снизили до 30 лет. А для Адама, ну как было тогда, когда был Абрамов такой был. Он был вице-премьером, что ли, у Кадырова Ахмада. После гибели Ахмада он стал временно исполняющим. Потом, по-моему, кто-то Алханов, по-моему, стал, да, я не помню сейчас все детали. И потом они, даже тогда Кадырову 27-28 было, потом они с 35 до 30 снизили и потом сделали. Я хочу сказать, что сейчас то же самое можно сделать. Просто там какой-нибудь там дядя, тетя, брат временно будет исполнять, а потом исполнится кому-то 30 или, может, понизят еще тоже срок, там 25, и все, и сделают его.
Я думаю, это не проблема. Где нет закона, менять законы, это же не проблема никакая. В чем вопрос? Господи, храни Евросоюз. Амин. До депов. Амин. Амин. Это бизнес. Приезжают в Европу, платят деньги, за это лечат. Да, бизнес, я понимаю все. Но, а тогда как тогда? Вот смотри, как бороться? У тебя деньги, у тебя бизнес, у тебя поддержка. Ты журналистов покупаешь, политиков покупаешь. А, я, например, ни в какой клан, ни в какую систему, вот я как сейчас, не вхожу никуда. Меня и там пытались тянуть, и сюда пытались. Ну, на чьих-то условиях. Я не хочу ни в какие условия, я вышел помочь своему народу. Поэтому ни в чьи условия играть, ни в чьи игры играть я не намерен. Так что я могу сделать? Что? Мне нужно либо в какую-то команду войти и двигаться с ними, либо я должен вот один двигаться, чтобы доносить до людей правду. Поэтому, когда у тебя нету возможности такой, да, тяжело. Но борются же, сирийцы сколько лет боролись. Кто там еще? Это все вот эти арабские страны, вот эта арабская весна, которая тоже не при помощи, не без помощи Запада, кстати говоря, тоже была. А когда Западу не нужно, нет, никакой революции нет. Просто ее нет и нет. В зародыше она уничтожается. Без поддержки извне, без денег, без оружия, ты же ничего не можешь сделать. Вот как-то так. Вот такой вот у нас мир интересный. Да. И это отрицать, мне кажется, это очевидно, отрицать бессмысленно это. Чечении, в смысле, главой станет после устранения отца. Вот, Макс, я вот тоже сказал, что если Кадырова убьют, то его сын или кто-то, они, или дядя, тетя, брат, кто-нибудь временно назначат. Ну, вот Кадыров так планирует, раз мы его сыновей, раз он уводит, то вот мы это видим. Какое у вас отношение к партии БААС? Кстати, я только хотел спросить, а вы уже про Сирию начали. Ну ладно, отличается ли у вас отношение сирийский БААС и иракская БААС, Саддам Хусейном, Башар Асадом? Но я считаю, что и сирийская БААС, и иракская БААС, она создана по образу и подобию КГБ, ГРУ или КГБ. Ну, в принципе, одна система, они были созданы. И ИГИЛ как раз это и был порождение вот этой партии БААС, иракской партии БААС. И, например, вот этот Джулиани, он был тоже от Мухабарат, по-моему, у них, да, это так называется, спецслужба какая-то сирийская, которые направили в Сирию, чтобы он сражался, он там включился в Аль-Каиду там, и так далее, вел свою вот эту деятельность. Какой у вас, это я уже прочитал. Если посмотреть, сколько Катар и саудиты вкладывают в западные СМИ, университет экономики, то это большой вопрос, кто кем управляет. Но, Жень, я понимаю, о чем ты говоришь, но это не так. Ничего подобного, близко даже этого нет. Да, влияние есть, конечно же, есть и у Катара, и у саудитов. Но давай признаем, что и Катар, и саудиты это не какие-то арабские страны, это часть западного мира. И Арабские Эмираты, и Саудовская Аравия, и Катар, и Иордания, как бы ни казалось, это часть европейского западной цивилизации. Уже давно причем. Поэтому, да, они вкладывают какие-то деньги, но и что? А кто не вкладывает? Все вкладывают. Это наоборот, ведь если ты вкладываешь деньги, то они, Европа туда вкладывает, Запад к ним туда вкладывает. Они, Европа, он сейчас принц Саудовской Аравии, триллион, он Трампа как обрадовал, триллион будут вкладывать. Катар, он самолет подарил Трампу. Поэтому я не думаю, что они управляют. Да, влияние есть, как у многих, и не только у арабов, у других тоже есть влияние.
Когда референдум проводят в Дагестане, Ичкерия, Кабардино-Балкария, Казахстан, да, когда референдум проводить в Дагестане, Ичкерии, Кабардино-Балкарии, Татарстане, Супер Вондер. А причем здесь Ичкерия, временно оккупированная? Мы уже свой референдум провели, мы 20 лет воевали, пока вы все поддерживали эту Россию. А теперь, если вы хотите, да, проводите, пожалуйста, салам из Ташкента. Вот Ташкент. Не знаю, вы поддерживали или нет, не будем за вас говорить. Но ни Калмыкия, ни Удмуртия, ни Башкортостан, ни Балкария, Татария, все остальные к нам никакого отношения не имеют. Это российские территории, и они должны проводить, если хотят. Хотя и этого им не нужно делать. И этого, потому что сама Российская Федерация незаконное образование. А мы, чеченцы, провели и референдум в 90-м году еще, и потом и президента, и парламент выбрали, и воевали 20 лет, пока весь мир там Ельцина и Путина в десна целовал. Так, Аслан, вот сейчас в Иране протесты идут. Не будут же евреи или американцы или европейцы туда приезжать, из-за них свергать диктатуру. Свергнуть диктатуру это непростое дело. И кто за тебя не будет делать? Да, я полностью согласен. Конечно, это дело иранцев. Иранцев, это абсолютно точно. Если они недовольны, они должны что-то высказывать против своей власти и как-то с ней решать. И хорошо, если помогают. Но плохо, когда ты помогаешь, а потом, когда что-то пошло не так, потом ты их оставляешь. Вот приблизительно с чеченцами так произошло, с сирийцами так произошло. С многими так. Вот сейчас с украинцами просто, пока Украина, ну, нельзя дать, чтобы Украина пала, потому что вот эта вся орда хлынет дальше. Поэтому Украину держат, поддерживают ее. Но не так, как в начале это было. Помнишь, как в начале было? Мы до конца, победа, разобьем на поле боя, все и так далее. Ну а если не свергать диктатуру, а почему бы, например, американцам и европейцам, и евреям, израильтянам не помочь вот этой оппозиции, даже военной силой? Хотя это и есть, она идет там помощь, идет, я думаю, и вооружением, и много чего еще будет, если это еще дальше пойдет сейчас. Много дезинформации может быть, сейчас еще пока неизвестно, но скорее всего эскалация очень серьезная там намечается, и она может еще дальше усугубиться. А почему бы не помочь? Ведь, ведь, например, Израиль, в первую очередь, и США заинтересованы, чтобы там был союзник Соединенных Штатов, Европа заинтересована. Почему тогда не помочь? В том числе даже армией, войсками. Почему не помочь? Очень можно даже помогать. Не только же эти люди находятся в угнетении. Это угроза и для США, и для Израиля, и для Европы. Понимаете? И знаете, вообще такое интересное время мы живем. Демократы не нужны. Вот если так посудить, чеченские демократы, они никому не интересны. Зачем? Лучше пусть это будут исламисты, это же маленький, малочисленный народ чеченцы. Убивать легко, угрозы никакой не представляют. Максимум, что там сделают, где-то там о себе заявить могут, там, нападение на какую-нибудь там Росгвардию, там, и то уже сколько этих не было нападений. Очень удобно, да, с чеченцами. Если это будет демократ-чеченец, ну, а ты как с ним? Ну, его уважать надо, права и с ним еще как-то считаться надо, и так далее, и так далее. Ну, пускай будет так, как будет. Вот точно так же демократы не нужны, тираны нужны. Рамзан Кадыров, Путин, это все, это там уважаемые люди, Путина здесь принимают, он чеченцев вырезает просто. Кровь просто рекой течет, чеченская кровь течет. Река целая. Они здесь в Мюнхене приезжают, в Вашингтон, везде, в Лондон, там, везде, там, человек года, величайший человек, там, все такое и так далее. Сейчас события в Иране развиваются. А да, это фанатики, религиозные, теократические фанатики, там, аятолла, этот режим, который они устроили, да, это там плохо, отвратительно и так далее. Но демократический мир помогает какому-то монарху, который до этого тоже кто-то сверг, наверное, не без чьей-то помощи. И в итоге получается теперь демократический мир за монархию, которую там монарх должен прийти, но он как бы временное переходное правительство и так далее, и так далее. Но какой-то абсурд, короче, получается. Демократам демократы не нужны.
борются против религиозного там, фанатика, выдвигается какой-то пахлави, или пахлавя его зовут, который из монархии, там, империю, ну, там, свое государство свое будет строить. Ну, короче, вот такие вот странные вещи, противоречивые, в котором мире, мы в противоречивом мире мы живем, что очень интересно. Так. Башар Асад, диктатор, многих убил. До сих пор есть без вести пропавший за Асада. Да, конечно. Да, Башар Асад это страшный человек. И заодно спрошу, как вы относитесь к талибам или, например, Хизбалле? Ну или более интересный вопрос, как относитесь к христианам? Интересный, конечно. Какая связь у вас между талибами, Хизбаллой, между суннитскими фанатиками, шиитскими фанатиками и христианами? Вообще, я не понял, что вы имеете в виду. Башар Асад диктатор, многие убил. Так, это Пехлеви, да, Пехлеви его зовут, да. Полностью согласен, брат. Лицемерные политики творят зло. Да, Лукас, абсолютно. Вы поддерживаете Ахмед Аш-Шара. Мы поддерживаем Ахмед Аш-Шара. Ну, поддерживайте. Флаг вам в руки, поддерживайте, пожалуйста. Я не поддерживаю его. Я не поддерживаю. Как же не поддерживал Башара Асада? Я хочу, чтобы народ избирал, понимаете? Демократия должна быть. Демократос, народовластие. Народ должен избирать. Какой-то там вчерашний исламист, потом его берут и делают, потому что он там ваш сотрудник, ваш агент. И вот вы его ставите туда, и он делает. Ну да, хорошо, но а как же интересы народа? Меня интересует право народа. А где эти права тогда этого народа? И потом этот народ воюет, а этот за Башара Асада, говорит. Ну, вот как раз вы здесь можете пообщаться, как раз вот один за Ашару, другой за Башара Асада. Поэтому на моем канале вам точно обоим делать нечего, да? Так, друзья, ладно. Ладно, друзья, спасибо, что смотрите, поддерживаете. Мы уже почти 2 часа эфира, 2 часа в эфире. На этом я свой сегодняшний стрим заканчиваю. Спасибо, всего самого хорошего. И все будет Ичкерия. Адикер Маш Оль. До свидания.